В Кыргызстане с каждым годом растет потребление электроэнергии, а вместе с тем и необходимость ее производства в большом объеме и введения новых мощностей. В этой связи государство намерено активно развивать энергосектор. Какие работы будут проводиться в этом направлении и сможет ли страна добиться энергонезависимости, расскажу я, Ахмёр Нурдинова. В стране в год вырабатывается 15 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, однако потребляется на 3 миллиарда киловатт-часов больше. По этой причине прошедшей зимой Кыргызстан был вынужден импортировать электричество из Казахстана. И чтобы решить существующие проблемы с нехваткой электричества, в прошлом году был дан старт строительству Камбаратинска ГЭС-1. Эта ГЭС не только решит проблемы энергосектора, но и поспособствует его развитию. Старт строительства крупнейшей гидроэлектростанции Камбарата-1 гарантирует стране почти 1900 мегаватт электроэнергии. После ввода в эксплуатацию она ежегодно будет вырабатывать 5 миллиардов 600 миллионов киловатт-часов электрической энергии. В условиях ежегодного роста ее потребления увеличение производства является актуальным, подчеркивают энергетики. Если построим Камбарата-1, то появится такая возможность. И вот сейчас мы Камбарата второй агрегат будем вводить. Полнокровно не будет работать, потому что и там на водохранилище воды будет мало, и на Токтагульском будет мало. Поэтому приходится экономить электроэнергию, импортировать электроэнергию из соседних стран. А когда мы построим Камбарата-1 с мощностью 1900 мегаватт, и там будет полно воды, и на Токтагульском водохранилище полно воды. В рамках развития энергоотрасли особый акцент делается на строительство малых и средних ГЭС в стране. Энергетики рассказывают, что Кыргызстан имеет возможность построить малые энергообъекты мощностью от 1 до 1000 мегаватт. 150 миллионов киловатт-часов в год. Такое количество электроэнергии вырабатывает 22 малые гидроэлектростанции в стране. Это всего лишь 1% от всего производимого объема энергии. И чтобы увеличить долю, на сегодня по стране идет строительство свыше 50 новых малых гидроэлектростанций. До конца этого года заработают 7 новых энергообъектов. Баласару — это Таласская область, 25 мегаватт. Лелек — это в Лелекском районе Баткенской области, Когар — Джалабатской. Еще Кайнама тоже в Джалабатской области, Исыката — это в Чуйской области, Алабашская и Сыкульская области. Кроме этого, одна ветряная станция, это Метромтек, на 10 мегаватт тоже будет включена в этом году. Солнечная станция, 2 станции планируется, 50 мегаватт, это на Исыкульской области, и 120 мегаватт в Чуйской области будет включено в этом году. Вдобавок к этому будет построено еще 150 энергообъектов. На сегодня часть из них находится на стадии проектирования, а другая на стадии получения разрешения на участках для возведения станции. В этом направлении государство предоставляет предпринимателям и инвесторам льготы. В свете указа президента номер 62 сейчас немножко меняется ситуация в сторону упрощения получения разрешения на землю. Мы в течение месяца должны привести нормативно-правовые акты в соответствие. То есть мы готовим сейчас постановление правительства, которое будет регулировать все эти вопросы. И надеемся, что для людей, которые хотят строить малые станции, будет гораздо упрощена процедура получения земли. Благодаря предоставленным льготам предпринимателям в стране значительно увеличивается количество новых и строящихся энергообъектов. К примеру, Сокулукская ГЭС-2 2 года назад была полностью обновлена силами предпринимателей. Впервые она была введена в эксплуатацию в 1960 году, однако после развала Советского Союза ГЭС была законсервирована. Мы находимся на Сокулукской ГЭС-2. Ее установленная мощность составляет 2,4 мегаватта. Здесь в год вырабатывается почти 12 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Это позволит увеличить генерацию в Чуйской области и снизить потери в сетях. Благодаря данному энергообъекту беспрерывно
газом обеспечиваются 5 сел Сокулукского района. Сокулукская ГЭС оснащена необходимым современным оборудованием. На полном бассейне поступает 8 поток воды, который мы преобразовываем в электрическую энергию, который идет через эти вниз по шинам и идет к шкафам защиты. Там основной это у нас от гидроагрегата первого и гидроагрегата второго и трансформатора. Здесь находится, получается, у нас шкаф защиты генератора первого и шкаф возбуждения. То же самое находится и здесь, от второго генератора. Здесь мы подключаем сети и управляем работой гидроагрегата. Помимо этого, почти на всех энергообъектах страны проводятся необходимые ремонтные работы. Обновляются гидроагрегаты и электромеханическое оборудование гидроэлектростанций. После плановых реконструкций на станциях общая производственная мощность ГЭС увеличится почти на 403 мегаватта. Вы сами знаете, правительство сейчас дал добро, упростил вот это, что документы для строительства малого ГЭС. Это уже для нас очень хорошо. Спасибо вот это частным инвесторам нашим. Начинает строительство. Вы сами знаете, Куланакский ГЭС это 100 мегаватт строится. В этом направлении в начале месяца завершилась реконструкция и от Башинской ГЭС. Сейчас мощность станции составляет 45,5 мегаватт вместо прежних 40 мегаватт. Отныне Атбашинская ГЭС не просто сможет обеспечить население Нарынской области стабильной электроэнергией, но и внесет большой вклад в социально-экономическое развитие региона. Кыргызстанда 40 миңге жакын сууларыбыз бар. Гидроэнергетический потенциал нашей страны очень высок. У нас около 40 тысяч рек, ледников, на которых расположено 4 самые высокие вершины в мире. Мы готовы использовать этот потенциал и создадим все условия для будущих инвесторов. Прямым доказательством этого является завершение реконструкции Атбашинской ГЭС. Стоит особо отметить, что сегодня наша страна впервые за годы независимости на собственные средства строит малую ГЭС Баласару мощностью 25 мегаватт. Она в год будет вырабатывать 92 миллиона киловатт-часов. Этого хватит на покрытие потребностей Манасского района области. Малую ГЭС возводят на Кировском водохранилище в Таласской области. Работы на малой гидроэлектростанции идут полным ходом. Завершить строительство планируют в конце августа этого года. В эксплуатацию мы планируем ввести в этом году. Первым у нас будет пробное испытание и вот работу малого ГЭС 5-мегаваттного. Планируем на 31 августа ввести в работу пробный для опробования, для полностью испытания всего ГЭС. Это будет 5-мегаваттный, а потом уже полностью вся ГЭС мы планируем ввести в конце текущего года. Особое внимание уделяется и возобновляемым источникам энергии. Кыргызстан имеет уникальные условия для использования зеленых технологий. Мы будем перенимать опыт таких развитых стран, как Япония, Объединенные Арабские Эмираты, Китай и не только. Вспомним, что в прошлом году руководство страны и зарубежные партнеры подписали ряд документов по расширению сотрудничества в энергетической сфере. Ахмер Нурдинова, Жакшылык Исаков, ЛТР. Итоги недели.